которое продолжалось до 1561 года. 58, 59, 60, 61 годы. Это 4 года успешных военных операций совместных. И главное командование осуществляло уже полностью перешедший на русскую службу, официально изменивший литовскому государству, в 58-м официальном году перешедший на русскую службу Дмитрий Вишневецкий. Иван IV выделяет крупные воинские контингенты, и борьба против Крымского ханства развивается с 3 сторон. Со стороны Дона, Черкесии и формально с литовской стороны, но русскими силами во главе с высокопоставленным литовским перебежчиком. В 1959 году, это, наверное, наиболее успешный год, и сведения об успехах русских и черкесов в действиях против Крыма, они просочились даже в европейские источники. Черкесы угрожают Керчи, совместные русские и черкесские силы угрожают Азаку, это главная османская военная база на Нижнем Дону, Азов, и даже предпринимают попытки вторжения в Крым в направлении главного османского форпоста в регионе, города Кефе, или бывший Генуэзский Каф. Масштаб угрозы был таков, что османское правительство сформировало мощную эскадру во главе с Аль-Риисом и блокировало вот эти военно-морские операции черкесов, но со стороны суши османо-крымские силы были не способны противостоять совместным русско-черкесским силам, и впервые Ивану IV удалось приблизиться к той точке, когда уже захват Крыма был предрешен, и крымские силы почти не выходили за пределы полуострова и были вынуждены оборонять, собственно говоря, периметр, основной центр ханства. И это им удавалось только при поддержке османов. Но втягивание в Ливонский конфликт, который очень дипломатически осложнился для Москвы, из-за втягивания в него Швеции на стороне Ливонии, отчасти даже Дании, которая тоже имела свои интересы в Ливонии, и грядущего мощнейшего участия Литвы на стороне Ливонского ордена, Ливонского государства. А участие Литвы делало Ливонский конфликт уже полностью фронтальным от Балтики до Черного моря. И делало фактически неизбежным альянс между Литвой и Крымским ханством против России. И здесь Сергей Михайлович Соловьев, крупный российский историк XIX века, ведущий, один из ведущих русских историков, он называет эту ситуацию крымским аукционом. Поняв, что действовать одновременно успешно и в Ливонии, и против Крыма чрезвычайно накладно и финансово, и с точки зрения комплектования армии, все-таки это военные действия очень далеко от непосредственной русской границы, которая в этот период проходила по реке Оке. Это очень удаленные театры военных действий, поэтому, конечно же, да и Ливонию тоже надо назвать удаленным театром военных действий. Таким образом, крымский хан Девлет-Гирей оказывается в выгодном положении и шантажирует одновременно и Вильнюс, и Москву. Получает огромные дары из этих двух городов, из двух столиц, которые состязаются за то, чтобы Крымское ханство
выдерживала выгодный для них нейтралитет. Эта ситуация Крымского аукциона длилась потом весь период Ливонской войны, но в контексте русско-черкесского военно-политического союза она важна в том плане, что преимущественным важным политическим партнером теперь становились не черкесы в регионе, а крымский хан. И поскольку адыги как бы выпадали из этого геополитического треугольника Крым, Москва и Бахчисарай, и Москва стремилась задобрить Крым и посылала большие поминки, так называемые дары, и хану, ведущим представителям крымской элиты, и стремилась заключить фактически сепаратный, можно говорить, мирный договор, не считаясь позицией черкесских союзников. Это и породило ситуацию, в которой западно-черкесские владетели, в первую очередь это князья Беслинея и Женея, а именно они постоянно упоминаются в документах этого периода, они оказываются не у дел. И они вынуждены искать пути замирения с Крымским ханством и, более того, переориентироваться в поисках северного союзника против ханства на Литву. Это происходит в 1561 году фактически. По всей видимости, решения были приняты в этом году, потому что в августе 1561 года Сигизмунд II Август пригласил на службу черкесских князей, все, кто этого пожелает. Откликнулось в итоге 5 князей, один кабардинский князь, Гаврила Камбулатович Тазритов, по всей видимости, там именно как представителя вот этого кабардинского рода, надо его рассматривать, анализ позволяет это сделать, сопоставление разных видов документов. А со стороны западных владетелей упоминаются брат Сибока, который раньше всех оказался в Вильнюсе, видимо, зондировал почву для этого союза. И потом из Москвы или из военного лагеря под Полоцком Александр Сибокович, сын владетельного князя Женея, который был в большой части при московском дворе, воспитывался, обучался при дворе Ивана IV, он переходит на литовскую сторону. И также переходят 2 представителя Таманской черкесской династии Шамеко, которая сохранилась вплоть до XIX века. Последние представители были еще живы во времена Султан Хангирея, автора записок о Черкесии. И вот эти Шамековичи фигурируют 2 брата как Шимковичи в польской записи, а князья черкасские в русских документах, в польско-литовских документах в основном они фигурируют не как черкасские, а как пятигорские. Такая устойчивая, как бы этнически маркирующая фамилия для черкесских князей в Литве. Таким образом, сочетание факторов: ливонского фактора, осложнение военно-политической ситуации для Ивана IV, неспособность вести войну на 2, даже на 3 фронта. Более того, со стороны же Литвы неизбежным становилось втягивание в конфликт весьма сильной Польши, которая в этот период, наверное, и не уступает по военной мощи растущему русскому государству. И второй фактор, его можно назвать отдельно литовским фактором, все это вместе перерастает в ситуацию вот этого геополитического треугольника. Вильнюс,